Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Туэр Пирзода. В июне текущего года в столице Таджикистана, городе Душанбе, запланировано проведение саммита глав государств и правительств стран, членов совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Напомню, что 2018-2020 годы председательство в этой организации перешло Таджикистану. Сегодня в Душанбе начало свою работу заседание специальной рабочей группы и комитета старших должностных лиц стран-членов совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В центре внимания участников мероприятия стоят вопросы, связанные с укреплением роли этого международного форума в деле наращивания взаимодействия и обеспечения безопасности в обширном азиатском пространстве. Подробности в репортаже Карима Хайдара. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии – международный форум, объединяющий государства азиатского континента, который ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Это форум для диалога, консультаций, принятия решений и осуществления мер на основе консенсуса по проблемам безопасности в Азии. Идея о созыве совещания была впервые представлена на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 1992 года. Первый саммит совещания был проведен в 2002 году. На сегодняшний день членами этой организации являются 27 государств Азии, наблюдателями 8 стран и 5 организаций. Заседание специальной рабочей группы и комитета старших должностных лиц стран, членов совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое стартовало в Душанбе под председательством Таджикистана, наряду с рассмотрением вопросов противодействия современным вызовам и угрозам, а также экономических и гуманитарных направлений, обсуждаются организационные вопросы предстоящего саммита глав государств и правительств стран-членов совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, проведение которого запланировано на 15 июня 2019 года в городе Душанбе. Учитывая разнообразие государств, членов и реалий, присущих Азии, в совещании осуществляется реализация мер доверия в области борьбы с новыми вызовами и угрозами в военно-политическом измерении, а также в экономическом, экологическом и гуманитарном измерениях. Реализация мер доверия в этих областях создает достаточную атмосферу доброй воли и укрепляет взаимоотношения между государствами-членами. Касательно вклада СНД в обеспечение мира и стабильности в регионе, я хотел бы отметить, что это уникальная организация. Больше такой организации нет на азиатском континенте. Уникальность ее заключается в том, что СНД базируется на принципе консенсуса. То есть любое решение может быть принято при согласии всех государств. Для СНД нету главных или второстепенных государств. Все 27 стран-членов являются главными для нас, и без их вклада, без их голоса нормального функционирования нашей организации не может быть. На заседаниях специальной рабочей группы и комитета старших должностных лиц стран, членов совещания, принимают участие представители 22 стран-членов, 3 страны и 1 организация наблюдателей и секретариат совещания. Напомню, что 24 сентября 2018 года в ходе специальной встречи министров иностранных дел государств, членов совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в городе Нью-Йорк состоялась церемония передачи председательства в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии от Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан на период 2018-2020 годы. Я хотел бы отметить, что действительно впервые в истории Таджикистан принял председательство нашей общей организации. Это большая честь и большая ответственность для государства. До Таджикистана в течение 4 лет пост председателя занимала Китайская Народная Республика, которая внесла свой большой вклад в развитие нашего форума. И мы уверены, что Таджикистан с их идеями, с их инициативами, с их опытом смогут принести что-то новое, что-то конструктивное в деятельность СНД. Я уверен, что предстоящий саммит СНД станет одним из лучших в истории нашей организации. Present chairman of SICA is Tajikistan.
Республика Таджикистан является председательствующей страной в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. До этого председательствовали в совещании Казахстан, Турция, Китайская Народная Республика. Мы выражаем уверенность, что Таджикистан во время своего председательства внесет достойный вклад в наращивание и укрепление взаимодействия стран азиатского пространства. Карим Хайдар, Ану Азизи, телевидение Таджикистан. Такие темы, как инновационные методы и подходы к обучению основным компетенциям, необходимым для жизни и работы в 21 веке, тенденции развития электронного обучения и цифровые образовательные курсы обсуждаются в эти дни в Российско-Таджикском славянском университете на международной конференции под названием «Новые образовательные технологии и развитие профессиональных компетенций студентов вуза». Мероприятие проходит в рамках проекта совершенствования электронной информационно-образовательной среды в целях повышения качества образования и развития профессиональных компетенций выпускников РТСУ. На мероприятии принимают участие представители отечественных вузов, Омского государственного университета, Томского политехнического университета, Открытого университета Великобритании, а также потенциальные работодатели. Мы приехали в Российско-Таджикский славянский университет на такой рабочий семинар-конференцию, посвященную, в общем, запуску проекта РТСУ совместного с рядом международных консультантов, проекту по заказу Министерства образования Таджикистана, который называется «Совершенствование электронной информационно-образовательной среды университета в целях повышения качества образования и формирования актуальных компетенций у выпускников РТСУ». Мы имеем достаточно большой опыт развития электронного обучения, дистанционных технологий как в нашем регионе, так и в других регионах. И вот этим, я надеюсь, будем полезны принимающим нас университет. Программа «Цифровая экономика», создание цифровой экономики – это вот одна из самых важных программ, которые правительство и президент поставили на ближайшие несколько лет. Она подразумевает становление цифрового образования. И, в общем, все это развивается очень активно. Данный проект будет реализоваться в течение 2 лет, и он состоит из 2 компонентов. Первый компонент – это модернизация учебных планов, изменение дисциплин в соответствии с требованиями рынка. И второй компонент – это создание и наполнение нашего портала электронными онлайн-курсами. Как вы знаете, сейчас требования для того, чтобы развивалось дистанционное обучение, и вот мы с целью повысить качество образования, как раз-таки в рамках этого проекта будет создано 50 онлайн-курсов. Также за 2 года мы планируем повысить квалификацию наших преподавателей. Это будет 6 обучающих онлайн-курсов, в том числе и онлайн, и выездных курсов, где наши преподаватели научатся создавать онлайн-курсы. Все эти курсы будут размещены на нашем портале, и ими могут пользоваться как наши студенты, так и студенты других вузов, которые будут иметь доступ к нашему порталу. Далее к зарубежным новостям. Легкомоторный самолет разбился в Макутанском лесу в Кении. На юге Чили начались масштабные лесные пожары, сгорели десятки жилых домов. По меньшей мере 14 человек погибли в результате давки на стадионе в Нигерии. Об этих и других событиях в мире более подробно в блоке зарубежных новостей. Легкомоторный самолет разбился в Макутанском лесу в Кении. Все 5 пассажиров на борту погибли. Среди них были 2 женщины. Причина аварии еще не установлена. Началось расследование. На юге Чили начались масштабные лесные пожары. В стране на юго-западе Южной Америки сгорели десятки домов. Пожарные зафиксировали почти 100 возгораний. В большинстве случаев, по официальным данным, распространение огня удалось остановить. Ситуация осложняется погодными условиями. Сильный ветер затрудняет борьбу с пожарами. По меньшей мере 14 человек погибли в результате давки, которая произошла во время мероприятия на стадионе в городе Порт-Харкорт. Давка началась после окончания мероприятия, когда люди стали массово выходить со стадиона. Большинство жертв упали и были затоптаны толпой, когда пытались выйти со стадиона. В Республике Северная Македония пассажирский автобус попал в аварию. В результате дорожно-транспортного происшествия 13 человек погибли, еще 30 были доставлены в больницы.
Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. О развитии событий в 20:30. Будьте здоровы!